5 первых мест и 1 миллион 640 тысяч рублей общий призовой фонд. На всероссийском слете молодежи наши ребята громко заявили о себе. Всего для состязаний на мероприятии собрались 500 человек. Это молодые люди со всех регионов России, а также из Абхазии, Луганской и Донецкой народных республик и Запорожья. Ингушская делегация принимала активное участие на альтернативных площадках и представляла разработанные на форуме проекты на выездах в молодежные центры и бизнес-отели. Делегация Республики Ингушетия хоть и была одной из самых малочисленных в соответствии с квотой, выделяемой на регион, но все же нам удалось хорошо о себе заявить. Наши представители показали себя с самой лучшей стороны, активно принимали участие во всех образовательных проектах и альтернативных площадках. К примеру, хотел бы отметить Чертиву Анжелику, которая заняла первое место в творческом конкурсе «Голос Машука», а также Егорову Фатиму, первое место в интеллектуальной игре «Интеллектуальный Кавказ». Руководитель субъекта отметил, что ребята в своих работах и в разговоре с ним поднимают актуальные и важные темы для общества: сохранение составляющих культурного наследия народа, языка и кухни, башенных комплексов, борьба с коррупцией и безработицей, соблюдение правовых норм в пространстве интернета, патриотическое воспитание, спорт и здоровый образ жизни. Общую картину я читал, посмотрел, ознакомился. Приятно, что вы сами проявили смекалку. Это честь нашей республики. То есть наш субъект впереди. Один из победителей второй смены – это автор проекта Адам Дугиев. Наш активист, представляющий команду разработчиков компьютерных игр, завоевал сертификат на сумму в 400 тысяч рублей на претворение в жизнь идеи создания игрового приложения «Дождь», нацеленного на популяризацию ингушского языка. Это будет набор из примерно 1500 наиболее часто употребляемых слов, который поможет малышам сформировать некий личный словарь родного языка. Хотелось бы отметить, что в рамках проекта мы планируем проводить мастер-классы по моделированию для 20 детей, чтобы они углубились, вообще поняли, что такое игровая разработка, а также проводить мастер-классы по озвучке для 10 детей от 7 до 14 лет и впоследствии их согласия, а также согласия их родителей, использовать их навыки для озвучки этого приложения. И на момент защиты перед экспертами у нас была рабочая демо-версия игры, где мы использовали бесплатно некоторые модели, с заверением, в случае, если успех, что будем делать гораздо более качественный продукт с базой минимум 1500 слов на ингушском языке. И, к счастью, эксперты одобрили, они были рады, и хотелось бы отметить, что защита этого проекта была признана лучшей защитой шатра второй смены. Махмуд Али Калиматов высоко оценил проект, подчеркнув важность данной идеи в сохранении и развитии родного языка. Очень здорово. Очень здорово, потому что я двумя руками за, значит, это мы проследим. Это вопрос очень серьезный. И я бы думаю, что благотворительную такую акцию сделать, не знаю, как это сделать, мамашам бы еще подарить бы вот эти вот игры, потому что у нас мамочки, значит, ты их вот слушаешь там, да, они валаем, целобутся. Поэтому тут надо и посоветовать. Вот это 100% поддерживается, это прям 150%. Я прошу, если это конкретно за этим, значит, и Адам, значит, обязательно займитесь этим. Потому что вот это вот слово, дождь, это серьезное дело. В ходе беседы с молодежью глава Ингушетии в своих напутственных словах пожелал всем полностью реализовать свои идеи и раскрыться в профессии, независимо от рода деятельности. Учиться нужно, но надо знания получить. Ежедневно надо получать знания, углублять, то есть образовываться. Понимаете, надо это делать. Поэтому я посоветую одно. Вот чем занимаешься, делай его хорошо. У меня папа водитель, мама у меня лаборатория, работала в Москвозаводе. У нас 7 детей. Обычный человек, обычная нормальная жизнь. Но ты предрасположен плотником хорошим быть, да? Это искусство. Ты историк хороший, тоже искусство. Врач хороший, тоже. Но если ты автомеханик хороший, водитель хороший, а потом ты же должен начинать чего-то. То есть я начинал со стажера-следователя, потом следователь, потом старший следователь, потом прокурор района, прокурор, более 5 лет проработал. И я тебе скажу, ни на одну должность я не просился. Хамдербия, вот любую работу делаешь, ты делай ее хорошо. Пчел развел хорошим пчеловодом, ты огород свой
сделал, да, ты его сделай великолепно. Если ты с каменщик, так стройку, чтобы тебя приглашали, понимаешь. У меня пожелание одно, я вам не могу расписывать. Вот вы разных профессий, разных знаний, образований, но я вам пожелал бы одно. Любое дело, чем вы занимаетесь, доведите его до конца. Усовершенствуйте, стайте вот лучшим в этой профессии, лучшим. Махмуд Али Калиматов поздравил присутствующих с победой в столь масштабном состязании с серьезной конкуренцией. По итогам встречи он вручил благодарности главы Республики Ингушетия и медали «30 лет образования Ингушетии», организаторам со стороны региона, членам Коммолодежи субъекта, а также победителям конкурса. На рассмотрение экспертами Всероссийского конкурса молодежных проектов подано 264 грантовых заявки. 22 проекта получили финансовую поддержку Росмолодежи. Зелимхан Калоев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.